крымско-татарского народа, об итогах этого заседания, о позиции Меджлиса по происходящему. Как раз начинаем брифинг председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович сам начнет, расскажет, потом ваши вопросы. Начинаю традиционно с того, что я вас всех благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение. Мы очень ценим вашу работу и ваши усилия. 18 мая в истории Крыма, в истории крымско-татарского народа дата чрезвычайно важная, дата, от отношения которой очень много зависит сегодня во взаимопонимании между людьми. 18 мая – дата, которая может нас максимально объединять, или, к сожалению, дата, которая может часть людей разделять. Все зависит от оценки того, что было уже 70 лет назад, 18 мая 1944 года. Для крымских татар 18 мая – это неотъемлемая частичка их «я». У нас есть такое слово «кимлих» – это «кто я». Вот 18 мая – это неотъемлемая частичка нашего «я». Мы живем с горечью утрат, понесенных в 1944 году в ходе депортации, с горечью умерших в ссылке уже 70 лет. Мы живем с надеждами на восстановление своих прав, говоря о 18 мая. 23 года подряд у нас в Крыму не было никаких проблем с проведением мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв депортации крымско-татарского народа. У нас не было никаких проблем, потому что крымское общество, начиная с конца 80-х годов и до сегодняшнего дня, прошло очень существенный этап во взаимопонимании друг друга. И если в конце 80-х или еще раньше, здесь, когда жило несколько сот семей крымс-татар, могли быть всякие спекуляции по поводу возможного поведения крымских татар 18 мая, то уже в наши дни, уже лет 10, как нам представляется, независимо от того, как те или иные другие жители Крыма относились к этой дате, но не было никакого искусственного нагнетания и никаких внесений, никаких мнимых угроз и страхов. В этом году, несмотря на те изменения, которые происходили в Крыму, мы, Меджлис крымско-татарского народа и новые власти Крыма, своевременно начали работу по подготовке мероприятий, посвященных памяти жертв депортации крымско-татарского народа. В Совете министров Крыма было постановлением, был создан организационный комитет, в состав которых Меджлис крымско-татарского народа также направил своих членов. Мы разработали мероприятия, часть из которых уже состоялись, и часть из которых должны были состояться буквально накануне, в день 18 мая. Несколько дней назад начался этап пересмотра двух мероприятий, которые носят массовый характер в их проведении. 17 мая вечером на центральной площади города Симферополя уже много лет крымско-татарская молодежь совместно с представителями творческих коллективов проводит такую акцию
которая называется «Зажги в своем сердце огонек». На эту акцию приходит в разные годы 2-3 тысячи человек, иногда бывает больше. Нас особо радовало то, что это молодежь разных национальностей. Наши дети приходили, в общем-то, с друзьями, и они проникались теми сценическими постановками, тем мероприятиям, в которых они сами были участниками. 18 мая, и вы об этом знаете хорошо, в течение 23 лет, каждый год, всекрымский траурный митинг крымских татар, посвященный жертвам депортации. В течение нескольких дней мы были в дискуссии с руководителями Совета министров Крыма, руководителями ФСБ, полиции, прокуратуры на предмет того, что проведение массовых акций в эти дни небезопасно для Крыма, поскольку по их представлению в ходе этих акций могут быть совершены некие провокации, которые могут вызвать последствия для общества. Были разные мотивации, я их повторять не буду. В сжатой форме они представлены в том указе, который сегодня появился. Все наши аргументы о том, что никогда в течение 23 лет подобного рода опасения не подтверждались, да и не могли подтвердиться, все наши аргументы о том, что мы, как организаторы этих двух массовых мероприятий, берем на себя полную ответственность за их мирное проведение, они не возымели, в общем-то, эффекта на наших партнеров, на власть. И в итоге сегодня мы получили указ главы республики об ограничении проведения массовых мероприятий в связи с событиями на юге-востоке Украины. В связи с продолжающимися событиями во многих городах юго-востока Украины, в результате которых есть жертвы и пострадавшие со стороны гражданского мирного населения, в целях устранения возможных провокаций со стороны экстремистов, имеющих возможность проникнуть на территорию Республики Крым, и что нас особо умиляет, во избежание срыва курортного сезона в Республике Крым, запретить проведение массовых мероприятий на территории Республики Крым до 6 июня 2014 года. И второй пункт – предложить органам власти Республики Крым, органам местного самоуправления, учреждениям культуры, расположенным в Республике Крым, отменить запланированные массовые мероприятия в указанный период. Подписал этот указ господин Аксенов. Я хотел бы сказать, что до этого мы сделали ведь большую очень работу. Мы сейчас живем в новых правовых условиях. И хочу сказать, что проведение мирных собраний, шествий, больших таких мероприятий с участием большого количества людей в Российской Федерации, их подготовка намного сложнее, чем в украинском государстве. Я вам показываю те согласования, которые мы получили для того, чтобы провести это мероприятие. И это все перечеркнуло. У меня в руках указ президента Российской Федерации. Как я себе представляю, президент Российской Федерации является высшим должностным лицом по отношению к главе Республики Крым. Я не буду его все читать. Она называется «О мерах по реабилитации». И перечисляются народы и государственной поддержки их возрождения и развития. Здесь есть такой пункт Г. Оказывать содействие органам государственной власти Республики Крым и города Севастополя проведение мероприятий, приуроченных 70-летию депортации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народа. Это поручение правительству правительству Российской Федерации. Господин Путин поручает правительству Российской Федерации оказывать содействие органам государственной власти Республики Крым
проведение мероприятий, приуроченных к 70-летию депортации. Мы будем исходить из этого действующего указа президента и будем исходить из того, что правительство Российской Федерации будет выполнять то поручение, которое ему дано президентом. Насколько соответствует указ главы республики тому поручению господина президента Российской Федерации, я хотел бы, чтобы они разобрались с соответствующими своими секретариатами, администрациями, аппаратами. Оценивая правовую сторону этого документа, который запрещает проведение массовых мероприятий, я меньше всего хотел бы уподобляться юристам, по крайней мере сейчас анализируют этот документ с точки зрения соответствия его Конституции и другим законам Российской Федерации. Но главное, что действие начато, и теперь а теперь все органы местные исполнительные органы местной власти, они дублируют этот указ. Я вам для примера покажу письмо, которое мы получили от заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Симферопольского совета господина Глазкова. Председателю Меджлиса и далее все другие. И далее говорится о том, что в соответствии с указом главы Республики Крым от 16 мая название, и нам прямо указывается, что мы не имеем оснований для проведения 17-18 мая 2014 года на территории города Симферополя ранее заявленных массовых мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв депортации крымстатского народа. И при этом обращают наше внимание на то, что в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, глава республики на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и, обратите внимание, указов президента Российской Федерации, постановление правительства Российской Федерации, Конституции Республики Крым и законов Республики Крым издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Республики Крым. Вот насколько указ, исполняющий обязанности главы Республики Крым, соответствует всему мной перечисленному большому ряду, начиная от Конституции Российской Федерации и кончая законом, действующим Российской Федерации, я хотел бы, чтобы с этим разобралась госпожа прокурор, которая очень легко раздает все предупреждения о нарушении законности. С нашей точки зрения здесь законность нарушена. Как только этот указ появился, в Меджлис действительно стали поступать очень много обращений. Это не дежурная фраза. Люди на местах определили мероприятия, в которых они будут участвовать. Это начиная от вечеров реквиемов, которые проводятся сегодня. Это посещение тех мест, где установлены памятные камни, памятники, стелы, память жертв депортированных. И это также, разумеется, вот эти два массовых мероприятия, которые должны быть проведены завтра и послезавтра. Меня лично, как человека, очень покоробил комментарий сотрудника пресс-службы, если я не ошибаюсь, Совета Министров, что есть очень много форм для того, чтобы почтить память жертв депортации. Например, дома молиться. Это что-то такое сегодня проскочило где-то в прессе. Исходя из этого указа, люди будут лишены возможности собираться у этих памятных камней, памятников, у мест поклонения. Это у нас очень традиционно развито в исламе, поскольку любое массовое скопление людей будет восприниматься как массовое мероприятие. Я пытаюсь подбирать слова, но у меня нет четных формулировок оценки того состояния, в котором оказались люди. Я очень надеюсь на то, что буквально в ближайшие часы будут даны правовые оценки, которые, я не надеюсь на прокуратуру Крыма,
Я исхожу из того, что эти правовые оценки будут даны прокуратуре Российской Федерации, коль она контролирует эту территорию. Сегодня уже вот ситуация, сложившаяся после появления указа, она обсуждается в ряде международных организаций. Дело не в том, что это стало предметом большого внимания международной общественности, дело в том, что это стало предметом особой оценки со стороны крымских татар действий власти в отношении той даты и тех событий, которая максимально объединяет и концентрирует крымских татар как целостную нацию. Поверьте мне, после этого указа все то, что до сих пор говорилось о крымских татарах, начиная от президента России и кончая его помощниками, чиновниками, оценивается крымскими татарами совершенно под иным таким иным взглядом, с иными оценками. Об этом говорят люди. Что будет 17-18 мая? Мы продолжим консультации с исполнительной властью Крыма. Люди нас предупреждают о том, что они придут. Мы будем объяснять людям, чем это чревато. То большое количество специальных подразделений и техники, которые в эти дни находятся здесь, в Симферополе, видимо, тоже говорит о намерении власти. Для меня, когда председатель Меджлиса, просто до сих пор остается неясным вопрос. Что хотят власти продемонстрировать крымским татарам в день их национального траура? В день, когда они ежегодно совершают молебен по душам своих павших. Зачем Крыму надо было привносить те настроения искусственные, которые здесь были заметны в компартийные времена, когда такие митинги действительно запрещались? Я надеюсь услышать эти ответы вот еще в ходе сегодняшних, завтрашних консультаций. Завтра 13:30 собирается Меджлис крымского народа, и уже по результатам всех наших консультаций мы примем окончательное решение. Завтра у нас также будет встреча с омбудсменом Российской Федерации до заседания Меджлиса. Мы будем очень внимательны к восприятию такой структуры в российской государственной машине, как таковой, которая должна обеспечивать права человека в России. У меня все. Чья это инициатива, что приезжает Алла Панфилова? Вы просили, она сама? Нет, у нее своя поездка, она высказала пожелание встретиться, и это было, кстати, до этого указа, и это у нас встреча запланирована на завтра. Какие-то обращения в госорганы, в прокуратуру России, еще куда-то уже направил Меджлис? Нет, мы еще не направили. Мы еще не направили, поскольку эта ситуация, она известна в Москве тоже. Мы, как и вы все, многие, если вы не представляете средства массовой информации, которые давно работают в российских условиях, мы действительно находимся в таких правовых условиях, в которых очень много нового. Я меньше всего сейчас хотел бы говорить похвальные слова в адрес украинской правовой системы или украинского чиновничества, но за 2 дня до 18 мая я себе представить не могу, что было бы запрещены эти массовые митинги. Вы можете себе представить 22 региона, в каждом регионе есть места поклонений, есть места, где установлены памятные камни, и крымские татары 18-17 мая не имеют права туда вместе подойти и поклониться этим камням, этим душам людей. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не подумать о последствиях. Я не знаю, как остановить людей, чтобы они не пришли туда. Это все равно вам всем сказать о том, что не ходите к своим святыням.
Не ходите к своим мертвым. Если бы вам это запретили, как бы вы себя повели бы? Сила может остановить все, но не все. Душу она не остановит людскую. Я не знаю, почему это сделали. Но я знаю, что 1 мая, 9 мая эти массовые мероприятия здесь были. И на юге и востоке было не так спокойно, чем сегодня. То же самое. Я знаю, что 6 июня начнутся мероприятия массовые в рамках мероприятия «Великое русское слово». Поэтому до 6 мая запрещены массовые мероприятия. А что касается молодежной акции «Зажги огонек в своем сердце», известно ли, будет ли она проводиться? Мы готовимся, но нам все это запретили. И есть решение Симферопольского горсовета, исполнительного комитета городского совета. Для вас это была полная неожиданность или сигнал о том, что такое состоится, подавались и до этого? Запрет был полностью, как полной неожиданностью. Мы делали все для того, чтобы его не было, но публично сомнения в том, что сомнения в целесообразности массовых мероприятий начали высказываться буквально день-два тому назад. И мы вчера провели длительную встречу, я говорил об этом, руководители Меджлиса, муфтий мусульман Крыма, господин полномочный представитель президента Российской Федерации в Крыму, господин Аксенов, госпожа прокурор, господин руководитель ФСБ в Крыму. И когда уже публично мы обсуждали те опасения, которые есть у одной стороны, мы, как организаторы, в определенных каких-то моментах мы максимально попытались определить такой формат, чтобы часть, пусть и мнимых опасений, но чтобы они исчезли. Я могу прочитать частичку из своего вчера письма в адрес руководства Совета министров Крыма после нашего совещания. Это письмо называется «Порядок проведения 17-18 мая 2014 года массовых мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымско-татарского народа в 70-й годовщине депортации крымско-татарского народа». И смотрите, я был, в общем-то, вынужден услышать их некоторые сомнения, что может быть провокативным. Скажем, поднятие флага, который может неоднозначно восприниматься людьми, которые не являются участниками мероприятия, но которых это может побудить каким-то действием. Появление каких-то транспарантов, которые могут быть спорного такого содержания. Я на минутку себе забыл, что есть законодательство Российской Федерации, который, так же, как и в любых нормальных законах, содержится презумпция невиновности. И любые мои подозрения в отношении ваших возможных действий, они не могут меня побудить принимать к вам какие-то ограничения. Но тем не менее я написал, что на мероприятии будут использованы лишь национальные крымско-татарские флаги, национальная символика. Использование транспарантов и иных плакатов участниками акции не предусматривается. Это в отношении «Зажги в своем сердце огонек». Убрать эти страхи. Что касается 18 мая, здесь также четко указано исключительно крымско-татарские национальные флаги, крымско-татарский национальный гимн, транспаранты, тексты которых утверждены оргкомитетом. У нас такого раньше не было в той правовой системе, в которой мы жили. Но мы здесь пошли навстречу. Тем не менее, мы сегодня получили запрет. Если запрет останется, какие действия, может быть, вы ожидаете от крымско-татарского народа? Как люди себя могут повести? Я хочу сказать о том, что сегодня люди настаивают о том, чтобы мы разрешили эту ситуацию, потому что они говорят о том, что они придут. И поэтому для меня это вызывает очень большое беспокойство. Я знаю о том, что те настроения, которые есть в некоторых специфических институциях, они не способствуют применению закона, скажем так, в доброжелательной форме. Я знаю, какие разговоры ведутся некоторыми прокурорскими работниками. Я не хочу их передавать, потому что они не смогли их доказать. В Крыму в последнее время очень резко вырос уровень ксенофобии.
Не среди людей, а среди тех, кто управляет Крымом. Уровень ксенофобии намного вырос. Эти люди будут применять какие-то команды. Я не хотел бы, чтобы до этого дела дошло. Сегодня на объездной дороге Симферополя замечены грузовики с фесками, так что можно предположить, что 18 или 17 будет, наверное, какое-то перекрытие дорог, чтобы ограничить въезд в Симферополь. Если такое случится, если народ пойдет все-таки в Симферополь, Меджлис как-то будет содействовать, если будет конфликт, разрешение этого конфликта, и каким образом он будет содействовать? Я думаю, что мы все должны содействовать для того, чтобы ситуация не дошла до конфликта. Я еще раз хочу сказать о том, что никогда за 23 года, 18-17 мая, не происходило действий, которые носили бы конфликтный мир. Если даже хоть немножко допустить, что кто-то, может быть, захочет использовать этот митинг, некая третья, четвертая сторона, мы вполне в силах, как правоохранительные органы, так и организаторы митинга, предпринять все для того, чтобы никаких шансов у этих третьих, четвертых сторон не было. Но здесь, как нам видится, преследуется вовсе иное. Но для того, чтобы попытаться поставить большую группу людей на то место, которое ему как бы определяется, не надо выбирать самые болевые точки. 18 мая ничего больнее для крымстатар не может быть. Ничего. Интерфакс. Рифат Абдурахманович, ваша рекомендация как главы Меджлиса своим соотечественникам. Приходите 18 мая, не приходите. Что вы им порекомендуете? Я постараюсь все сделать для того, чтобы вот сегодняшнюю ночь и завтра полдня, чтобы мы нашли общее решение с властью. Для того, чтобы люди не были поставлены в такую ситуацию, что исполнение закона топчется по их чести. Власть не может людей поставить в такую ситуацию, чтобы человек ронял сам свою честь. Я никого не буду никуда призывать, но люди прекрасно понимают, что в какую ситуацию их ставят. Естественно, я буду призывать всех для того, чтобы мы нашли законное решение. Рифат Абдурахманович, Виктор Басов, Крым. Сегодня президент России Владимир Путин проводил встречу с представителями крымско-татарского народа, на которой он призвал бороться за свои права в соответствии с российским законодательством и не обращаться к международным организациям. Какая позиция у Меджлиса? Ко всем пожеланиям и призывам я, как и любой нормальный человек, отношусь в соответствии с тем, что происходит в реальной жизни. В реальной жизни на появление этого указа сегодня отреагировали две организации, которые точно я знаю. Одна из них — Организация Объединенных Наций в лице помощника генерального секретаря по правам человека господина Шимановича, и вторая организация — это ОБСЕ. Я думаю, что сегодня об этом будет говориться на встречах с комиссаром Совета Европейского Союза господином Фюле. Поэтому, если соответствующие полномочные органы Российской Федерации отреагируют вот на вот такое бесчеловечное действие, которое происходит в Крыму, тогда, возможно, я такого рода рекомендации или призывы буду оценивать в немножко другом аспекте. Спасибо.